Всем доброго утра. Сегодня у нас 8 июня на календаре. И сегодня у нас большой праздник. Троица. День поселка в Троицке у нас. В честь этого праздника назвали наш поселок Троицко-Печорск, который раньше назывался по коми Мылдин, то бишь дословный перевод это возле реки Мылва. Ну а мы в деревне Покча, ниже 30 километров по реке Печора, и выезжаем на проверку на утреннюю проверку наших продольников. Вчера повесили рыбу сушиться. Мы так уже делаем где-то лет 5-6, наверное, и все было нормально, без происшествий. Сегодня утром мы обнаружили, просто 5 утра вышел. И вот здесь просто была дыра, вторая, третья, 3 большие дыры. И, как вы видите, одной рыбы не хватает. Одного язя не хватает. Кто-то просто продырявил и украл. Я сначала подумал, что это ворона, потому что видно птица. Но потом подумал, ну раньше же тоже были вороны, и летали вороны, сороки, и никто этого не крал. В этом году у нас поселились чайки, сделали гнездо на соседнем доме. Вот сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот она, чайка сидит на коньке крыши соседнего дома. И 2-3 чайки постоянно здесь кружат и следят, чтобы вороны не разорили гнездо. Я так думаю, возможно, эта чайка обнаружила рыбу, накинулась, разорвала все здесь и утащила. И полная сетка была утром мух. Не знаю, не успели они куда-то отложить личинки. В общем, перед копчением надо будет каждую рыбу внимательно посмотреть. Пару дней она еще у нас провялится, и дальше будем коптить. Так, сетки у нас все нормально сохло. Муха не имеет доступа к рыбе и безопасно, скажем так. А так мухи сразу насрут и просто будет, ну, выкинуть рыбу придется. Что еще у нас по сельскому хозяйству? Вот, Ромка с друзьями вчера разобрал старую баню. Я вечерком поставил столбик. Заколотил горбылины, изгородь сделал вместо бани, чтобы скотина не заходила. Вот осталось до конца здесь прибраться, убраться, и будет в дальнейшем здесь малинник попрет на место старой бани. Там сделаем малинник, побольше он будет. Тут у нас вот клубничная грядка, а здесь будет светло и просторно, а то постоянно с крыши бани текла дождевая вода, и здесь угол постоянно был сырой. Солнце не попадало, земля не высыхала, с крыши стекала вода, и урожай картошки здесь был никакой. Теперь, я так думаю, будет все получше. Как-то вот так потихоньку делаем, улучшаем, так сказать, наши огороды. Сегодня работать нельзя, сегодня Троица. Завтра начнем выкашивать траву на участках, и на этом, и на берегу. Жизнь в деревне она такая. Ни дня без работы, а работы меньше не становится. Как-то вот так. Ну ладно. Сейчас мы едем на проверку наших продольников и посмотрим, что они дадут сегодня. Вчера вечерком съездил, насадил все свежими червячками. Сегодня взял хлебушка. Попробую поставить, если открылась курья, пару ловушек. И будем дальше ловить язя на малька. Да, Туманчик? Да, малыш? Красавчик ты наш охранник. Что-то ты рыбу сегодня нашу не уберег. Хоть бы погавкал, что ли, да? Охранник наш. Ну вот мы и на берегу. Если я сейчас поверну камеру, вы не поверите. Вот, смотрите, как я вчера и предполагал. Лодка у нас полностью на суше. Вчера я причалил сюда, не стал сюда заезжать. Тут как бы курюшка еще была.
Думаю, здесь берег крутой. Вот до сюда была вода. На полметра опять упала за ночь. На полметра. Вон. Чуть-чуть мотор. Хорошо, что здесь как бы основной берег уже идет. И свал. Вот здесь уже идет глубина. Как бы порог такой. И вот отсюда уже можно ставить продольники. Ой, вернее, закидушки. Вон кто-то поставил фидер. Фидерные удочки. 2 фидера. Это Серега, наверное. Серега хотел здесь поставить удочки. По-любому он, наверное. Ну, кончики не дергаются. Серега Короленко. Мы несколько раз были на наших общих рыбалках и с Иваном Григорьевичем. Итак, приехал на выходные в деревню и собирался сегодня тоже ехать на рыбалку с удочкой по фидерам. Вот здесь вот сейчас закинуть удочку можно, думаю, окушков, ершей, а того же язя поймать в легкую. Но у нас вот такая куча мала сегодня. В первую очередь, до того, как поехать проверять продольники, мы закинем ловушечки на мальков. Ловушки книжки, они показали по озерному галяну лучше, чем ловушки раколовки куполом, которые Курья, я так думаю, уже открылась. Сейчас поедем в Курью и первым делом забросим ловушки, ну и потом уже поедем проверять продольники. Ну а если сразу залетят мальки, прям сразу будем насаживать на мальков, потому что уже не то время, чтобы рыбачить на червей. Сейчас уже долбит ёрш, уже долбит мелкий окунь. Ну, не то пальто немножко. А малек, он и в Африке малек. Погнали. Поехали. Не дергает. Куда он сам-то пошел? Может быть, пониже. Но там еще берега нет, вода. Позавтракать, наверное, ушел. А нет, он дергает, дергает удилище. Дергает. Прямо аж повело. Так, прокачусь. Не, здесь навряд ли он. Навряд ли он куда пошел. Тут еще нет берега, рановато еще немножко. Сейчас надо будет ему позвонить, сказать, что клюнуло ему. Удочки, и вот та удочка дергала, заметно было, что вот нижняя. Ладно, погнали.
вода, кругом вода. Ух ты! А вот это не так уже много. Хотел заехать, а уже нельзя ехать никак. Мизан какой-то, моторчик вот такой шестисильный. Давай вот сюда вот поставим моторку и дальше пойдем пешочком. Так, приехали. Все. Дальше пешочком. Так, и что же мы видим? А мы видим то, что наша курья, которую мы думали, она еще открылась, не открылась. Она уже почти закрылась. Малек здесь, конечно же, пока есть. Но не сегодня, а завтра. Не сегодня, а завтра. Его уже здесь не будет. Он весь выйдет. Еще вчера здесь все было под водой. А сегодня, как мы видим, все высохло. Вон сюда поставим ловушечку. Вон мальки прыгают. Обязательно. Сейчас пойдем глянем. Сюда ловушечку поставим. Нишку вот это вырубим. Все. Вон, вот его сколько, видите, да? Его еще здесь достаточное количество. И сюда обязательно вот поставим. Вот его здесь сколько. Вот, видите, да? Вот он уходит от берега. Надо спешить. Завтра может быть уже поздно. Вот так вот. Все думали, что рано еще. Я сегодня больше чем уверен. Сейчас мы поставим первую ловушку. Пока будем выставлять остальные, туда уже мальки должны влететь. Так что, ну, посмотрим. Так, ну что, поехали. Первая ловушка готова. Раколовка книжка. Я уже говорил вам, что они показали себя лучше, чем купольные раколовки. Зонты, которые... Вон они с веревочкой. И там у них внутри мешочек. Что удобно. Прикормку положил старую фидерную прикормку. Когда ребята приезжали весной порыбачить, это уже в числах 20 мая, это больше чем 2 недели назад, вот Николай разбодяжил целое ведро прикормки тот раз. Что-то прикормил, что-то на фидер потратил. Она уже покрылась плесенью, но внутри нормально. Я так думаю, прикормка с пенициллином нашим малечкам понравится. Главное сейчас не навернуться. Здесь очень и очень скользко. Очень и очень скользко. Вот так вот. Смотрите. Опа. Пардон. Кое-что забыл сделать. Вижу. Так. Вот тут вот такая загогулинка есть. Для разборки. Вот такой вот карабинчик. Его надо цеплять как-то вот сюда вот. Так. Чтобы натягивало ровно все отверстия входные. Так, видно, да, надеюсь? Вот так вот все отверстия входные, чтобы затягивало ровненько. Все. Прошлый год мы пару раколовок здесь даже сломали. От того, что очень много мальков влетело. Так вот. Отпускаем плавненько нашу раколовочку. Вот она все легла. Все.
Нет, так не пойдет. Так она поднимет. Вот так вот. Прям положили все. И ждем. Сейчас пока будем закидывать остальные раколовки. Я так думаю, что-нибудь да уже сюда влетит. Погнали. Как-то вот так вот происходит. Кто давно уже смотрит Коми Рыбак, конечно же, видели, как я ловлю мальков. Это не молоть рыбы, это гальян речной. Его миллиарды, он больше вот таких размеров не вырастает. Это кормовая база нашей печорской рыбы. Оттого и наш окунь, и наши язи жирные, упитанные, вкусные, потому что вот этого малька огромное количество. Так что некоторые думают, что это молоть рыбы. Все проклятия посылают в мой адрес, которые, ну, дай бог, чтобы они сами им вернулись. Ну, на самом деле это не браконьерство, это живцы. Они кормовая база и в то же время прекрасные живцы. Наживка. Ну вот, как-то вот так. Ловись, рыбка мала и велика. Велика не нужна. Нам нужны живцы. Можем еще так вот для прикормки немножко кинуть. Пусть прикормка с плесенью. Малек подойдет 100%. Ну сколько тут закинули мы? Раз, вон, уже подошли кормушки. 2, 3, их здесь миллионы. 4, 5 ловушек. Так, ну чё, ради прикола посмотрим, что влетело, нет? Посмотрим. Так, ну и ни одного малька. Вот тенати. Ха-ха. Однако. Хитрюги, однако. Ну-ка, здесь. Да ну нафиг, как они. Ну, в принципе, есть такое у них. Пока привыкнут, пока то да сё. С очком тоже немного поймаешь. И тут нифига. Ладно. Оставим. До вечера. Вечерком проверим. Ты смотри-ка, а. Не хотят залетать. Надо будет что-то, если не влетят, надо будет что-то другое придумывать. Ха. Их вон миллионы, а поймать никак. Пробовал с очком, но они в сачок не лезут. Умные. Ну-ка, может, на глубине там что влетело? Тоже нифига. Так что придется пока насаживать нам на червей. Вон их сколько, вон. А в раколовку не лезут. Почему-то.
Или придется тащить старые бутылки. Бутылками мы точно здесь ловили. Ладно. Оставляем это хозяйство до вечера. Вечером приедем, глянем. Поехали на проверку. На улице потеплело, жара. Пришлось раздеться. Опачки. Так, ну вот. Подъехали к продольникам. Первый продольник, как видим, вот уже берег. Вчера здесь не было берега, теперь берег торчит метр высотой. Вчера уже переставляли наши продольники, они опять уже практически на суше. Опять их надо будет перекидывать на середину. Тут еще у нас веревка самая длинная, блин, попалась. Так, ну что, поехали. Поехали, вижу язя уже. Вижу язечка. Раз. Один наш. Там еще один идет. Один наш. Второй. И третий там еще идет вроде бы. Ух ты! Опа! Второй наш. Хороший. Хороший, хороший. Шершавый. Шершавый язык. А третий ушел. Ну и ладно. Два язя тоже очень хорошо. Вот. Появился первый шершавый язь. Он как наждачка шершавый. Говорят, это брачный наряд самцов. Этот гладкий, вот это самка, тот шершавый. И мясо у них, кстати, тоже разное. Я заметил, у шершавых язей мясо желтого цвета. По вкусу вроде бы одинаково. Я раньше думал, порода язей какая-то другая. Говорят, это брачный наряд. Все. Первый продольник проверили. Все крючки, естественно, без червей уже. Надо будет думать, как-то ловить мальков. Уже засыпает немножко. Значит, попали на свал. Так, вроде бы натяжка есть. Да. Он прямо здесь. Тут как тут. Раз. Он наш. Там еще что-то есть. Что-то дергает. Тихо ты. Тихо. Ты молодец. Блин, эти крючки все мешают. Каждый раз хочу снять и все забываю. Ключ дома. Так, что у нас там еще идет? Да ладно. Это на яйца. А там что-то вроде бы тяжелое. Раз. Нет. Тоже два язя. Два таких вот лаптя.
красавца. Янцка, да? Ну, пока неплохо. Ну, вчера тоже начиналось все неплохо, а потом все было печально. Посмотрим. Опа. Все запутано. Все запутано. Рыба там есть в конце. Но здесь кто-то все запутал вначале. Ух ты, как дергает хорошо. Так, что у нас там? Язь. Скорее всего, это язь. Так, вот он здесь уже. Вот так вот. Здесь один. Ну, кто-то по-любому еще был. О, сегодня какие красавцы язи. О, дубины. Кстати, вот такой крупный размер язя, это только если на ребра и на фарш. На консервы или же на, как сказать, на соление, копчение лучше не крупного язя, подъязычков. Они быстрее просаливаются, быстрее коптятся, быстрее вялятся. Крупный он начинает возле позвоночника потом портиться, не просаливается. Так что, смотря от размера язя, можно определить, решать, что с ним делать. Вот этого крупного, в принципе, можно пустить на ребра и на фарш. Есть натяжка, есть. Вот он. Ух ты, хороший язь. Но буйный. Если слабо зацепился, уйдет. Вот он идет. Тюпали. Мать. Да, поспешил я с очком. Чуть было не выпустил. Вон какого гиганта. Зацепился крючок. И чуть было не было. Хорошо, что зацепился хорошо. Вот получается у него. Так. Вот такая петля получилась за верхнюю губу капитально. Язь уже пустой, отнерестился. 2 недели назад он весь был еще с икрой. Ух ты, есть натяжечка. Вот он, подъязок. И там дальше идет язь. Этого дурачка мы попробуем
вытащить так, дадим ему шанс, которым он не воспользовался. А этого тоже попробуем так вытащить. Которым он также не воспользовался. Поздно кается, сын мой. Да тихо, тихо, тихо. Попал капитально, он бы не ушел. 2 подвязка. Отлично. Опачки. Что-то здесь походу кто-то есть. Раз. И все. Один подъязд. Один подъязок. Один подъязок. И больше никого. Все крючки, естественно, пустые. Язи были, язи сошли. В общем, надо чаще проверять, раза 3 хотя бы в день. Никого, никого, походу, никого. Нет, вот он, Хариус. Это, друзья, Хариус. Опачки, но уже кулома. Только-только кулома. Вон жабры еще красные, так что ничего с ним не случилось. Вот такой красавец Хариус. Самец черный, с лесной речки, видать. О, красавелла. Помним, помним мы вас по зиме. Речные харюза, они светлые, а это темный, с таежной речки. Вот, красота. Почаще бы так. Опачки, 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 опачки. Так. Ну вот и подъехали к крайнему продольнику. Так. Ну, вроде как натяжка есть. Что-то вроде как бы есть. Да, что-то есть. Что-то непонятное. Вижу язя. Есть язь. Буйный-то какой. И там, походу, есть второй еще. Но этот навряд ли дойдет. А попробуем в нагляк. Попробуем в нагляк его вытащить. Вот так вот надо. Без всяких саков, подсаков. Одного и второго. Замечательно, замурчательно получилось. Вот так вот, я сказал. Крайний подольник не подкачал. Ну, 20-литровое ведро, опять же, меньше половины. Чуть меньше ведра. Ну, ничего страшного.
Стандартный улов, так сказать. Не лучше, не хуже. Нормально. Поймаем мальков, я так думаю, будет веселее. Ну а пока все. Солнышко спряталось, поднялся ветерок. Север затянуло тучами, возможно будет дождь. Это не важно. Сегодня Троица. Земля травой покрылась давным-давно. Лето у нас наступило давно уже. Так что работать в Троицу нежелательно. Будем отдыхать. Ну, а рыбалка это отдых, так что будем рыбачить. Единственное, что сегодня сделаем это дома, это проведем водопровод, поставим насос, подсоединим шланги для полива грядок. А то таскать я уже что-то подустал немножко. Вот. Все. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Она будет скоро уже на вечерней. А может быть и раньше. Может быть сегодня сделаем 3 проверочки, если время будет. До следующей проверки.